5 числа во второй половине дня мама позвонила мне, я была на работе. И она говорит: Эльзар, что-то Амина наша, говорит, она бледная такая и стала часто проситься по-маленькому. Я позвонила родственнице, она у нас медработник. Я говорю: Мирьям, как мне, говорю, быть? Она говорит: я сегодня на смене. Я, говорит, конечно, могу приехать, но тебе надо к педиатру. Говорит: ну, может, говорит, подстыла, говорит, посмотри, понаблюдай, подержи, говорит, ее в тепленькой водичке с перманганатом калия, если есть. И говорит: а утром едь в больницу, только, говорит, наверное, тебе нужно будет дать общий анализ мочи, как бы все приготовь. Собрала анализы, и рано утром в 7:45 это было, я выехала с дома сюда, в нашу дачновскую амбулаторию, чтобы пораньше попасть. Мы попали к педиатру в нашей дачновской амбулатории. Были люди, я попросила, чтобы нас приняли без очереди, описала все симптомы. Я говорю: это как цистит или что? Она говорит: ну да, показания как на цистит, сдай общий анализ крови и мочи. Все по списку, то, что нам назначили, я утром и в обед я ей дала, после чего я позвонила мужу, это уже время было после 14:00, я говорю: ты забери анализы, чтобы у нас были на руках, что-то, говорю, мне не нравится, как, говорю, она вяленькая, она по-прежнему просится по-маленькому. Я всем своим знакомым медработникам, главврачу в Новом Свете отправила, соседке, она медицинский работник, медсестрой работает в инфекции, и нашей родственнице. Все как один сказали, что ацетон повышен, у ребенка повышенные кетоновые тела, нужно отпаивать. Главврач мне написала: давай завтра запишем тебя к педиатру, к нашему. Ну, конечно, я согласилась, но я понимала, что мне нужно сегодня что-то, потому что мне не нравилось состояние. Мы приехали домой, она просит пить, я ей даю пить, и она прям рвет. Я говорю мужу Абликим, говорю: ну мне не нравится, что-то, говорю, ну не так. Я говорю: ну так не нравится, я говорю, нам плохо. Диагноз они поставили ОРВИ, ацетономическое состояние. Сатурацию обратно бы не померили, рентген не был предложен сделать. Нас завели сначала в одну палату. Позвали в процедурную, не нашли вену, медсестра искала вену. Она говорит: нет, это считается тяжелое состояние. Сейчас, говорит, я позову, она позвала еще медицинских работников, они все искали вену они не нашли. В какой-то момент я ее стала обнимать, у нее ручки, ножки стали холодные. Я смотрю в ее глаза, они резко стали коричневого цвета. Они у нее такие светло такие серые были, они стали коричневого цвета. Я стала звать, я говорю: помогите, ей что-то совсем хуже. Медсестра говорит: побежали вниз в реанимацию. Мы спустились вниз в реанимацию. В реанимации была медсестра или анестезиолог, я даже, честно сказать, не знаю сейчас. Она говорит: ты не знаешь, какие здесь лежат, бегите в перевязочную. Мы обратно побежали в эту перевязочную, я ее положила на кушетку, на мой крик все собрались. Я смотрю на нее, она стала такого синего цвета, у нее пена пошла с рта, я стала кричать.
такое маленькое чудо, очень активное было. Это просто, наверное, такие мальчики очень активные, но она у нас была активнее, чем вот старший их Асан, как бы, и до сих пор не верится, что так случилось, конечно. Мы близкие соседи. У меня дочка растет такая же, на пару месяцев старше. Они постоянно игрались вместе. Абсолютно здоровый, активный ребенок. Когда Минка приходила к нам, она спрашивала всегда Мирьем. И говорила: Мерька, Мерька. Интересно было. Сейчас вот, к нашему большому сожалению, нет ребенка. Тяжело говорить. Решили, что этим нужно заниматься. Заниматься квалифицированно. Все очень сложно. Сложно, потому что мы дело будем иметь с медициной. Это та отрасль, где мы знаем вообще, что там творится. Он ребенок, он ее спрашивает, он у меня... После этого мы приболели и обращались обратно такие к врачу. Он говорит: почему ты не нашла хорошего доктора для Амины? Ну мы ведь обращались, и ни один врач слушал. Ну как вот, обращаясь за помощью, хочется получить какую-то квалифицированную. Зачем тогда эта больница у нас здесь есть?